Дёдель и Нюй. Мои любимые дочери теперь уже взрослые, но я, как и все родители, с трепетом сохраняю в своем сердце те счастливые моменты, когда мои кровиночки были маленькими, и я был для них одним из двух самых нужных людей в их жизни. В этом тексте вместо имен используются их детские семейные прозвища. Итак, окунемся в прошлое. Старшего ребенка долго не выписывали из роддома по причине того, что тогда в ней еще боролись группы крови отца и матери. Но все равно победила моя кровь. Еще не видевший дочку отец ежедневно слушал новые рассказы супруги о том, что у них родился необычайно красивый, замечательный, великолепный, чудный ребенок. И каждый раз она описывала новые гениальные подробности. Настал день, когда отец взял таки дочку на руки и увидел только неприглядное, красное, облезлое существо. Но со временем кожа очистилась, глазки округлились, головка покрылась кудрями, и облик нового человечка удивительным образом переменился в лучшую сторону. С 3 месяцев Дёдель начала пытаться копировать разные звуки и голоса, чем и заслужила свое прозвище. А к 2 годам уже старалась имитировать песни и музыку стран ее проживания. С 3 лет начала смешить всех, комично воспроизведя фразы из телевизионных реклам на нескольких языках, очень смешно копируя мимику их персонажей. Молодым родителям стало интересно, и они, укрывшись за колоннами гигантской мечети Аль-Харам в городе Мекка, наблюдали, как себя поведет годовалая Дёдель, оставленная одна. Доча, как ни в чем не бывало, начала прогуливаться сама по себе. Люди подходили к ней и пытались взять ее за ручку, но она не обращала на них внимания. Только через час родители подошли к ребенку, а у ребенка никаких эмоций. Однажды в мечети Аль-Харам 1,5-годовалая Дёдель куда-то резко убежала и потерялась. При огромных масштабах здания и количестве людей родители были сильно напуганы, ведь разное могло случиться с ребенком. Была оповещена полиция и другие сотрудники мечети. Родители также побежали в разные стороны внутри и вокруг мечети, чтобы охватить поисками большую площадь. Прошло несколько мучительных часов. В один момент полицейский радостно сообщил о месте, где замечен ребенок, подходящий под описание. Отец направился в нужный сектор, находящийся на 2 этаже, а приблизившись, увидел группу полицейских, которые весело наблюдали за тем, как вспотевший ребенок, не обращая внимания на окружающих, самоотверженно и энергично перетаскивал увесистые экземпляры священного писания из одного из золоченых шкафов прямо на ковер. В Красном море, под присмотром отца, в воде и матери, стоящей на берегу 1,5-годовалая Дёдель, набирала воздух и падала вниз в горячую соленую морскую воду. Отец, беспокоясь, вынимал ребенка из воды, но ребенок снова и снова с радостью нырял. Однажды в торговом центре 1,5-годовалая Дёдель впервые закатила истерику. Распластавшись спиной на полу, стала с душераздирающим криком быстро-быстро дрыгать ножками. Так продолжалось около минуты. Родители, хорошо зная, что пол чистый, не стали никак реагировать на ее действия и просто стали отдаляться, издали украдкой наблюдая за ребенком. Дёдель, поняв, что никто не обращает на нее внимания, замолкла, немного посидела на полу, встала и затем спокойно, как ни в чем не бывало, побрела к родителям. В магазине игрушек 1,5-годовалая Дёдель крепко обняла детское пианино, которое было размером чуть меньше ее самой. Сверкающая разноцветными огнями игрушка издавала громкую, раздражающую окружающих музыку. Ребенок, не поддаваясь никаким уговорам, никак не упускал агрегат из рук. Игрушку купили, но все равно до самого дома Дёдель крепко прижимала ее к груди. Только через 3 года уже подросший ребенок взял в руки молоток, и то пианино было разбито вдребезги. В музее мечети Сулеймания в Истамбуле родители решили сфотографировать Дёделя на исторической стене с панорамным видом позади. Беспокоясь, мать придерживала ребенка, чтобы он не упал. Но маленькая Дёдель, почему-то решив, что ее хотят кинуть вниз с высокой стены, вдруг начала жалобно умолять на турецком языке, чтобы ее не сбрасывали. С огромной любовью отец обнял свою маленькую дочку, прижав ее к своей груди, чувствуя, как маленькое родное сердечко быстро-быстро испуганно бьется. В 2 года в общественном месте Дёдель увидела маленького негритенка и, критично рассматривая, начала его строго ругать по-арабски. «Ты заморался, тебе срочно надо мыться,
черный весь. Тут, подняв головку, Йодель с удивлением увидела маму негритенка, на что еще громче крикнула: «Смотрите, и мама у него тоже должна срочно помыться!» Африканка, понимая слова ребенка, только дружелюбно улыбнулась. В 2 года Дёдель, насмотревшись фильмов ужасов, поинтересовалась, где же ее бабушка со стороны отца. Получив ответ, что та умерла, задумалась и через некоторое время с видом знатока серьезно заключила по-арабски: «Знаю, значит, бабушку расчленили, везде разбрызгав ее кровью». Мать с беспокойством заметила, что у 2-летней Дёдель появилась привычка нарядно одеться и с красивой шляпкой на голове незаметно выбегать из дома, пока та была занята домашними хлопотами. Затем уже возвращаться обратно с полной сладостей, плетеной детской корзинкой, ранцем, накинутым за ее спинку. Оказывается, она направлялась в ближайший супермаркет в 20 метрах от дома, туда, где хозяева магазина, продавцы и покупатели, умиляясь ее внешним видом, постоянно накладывали в ее корзинку шоколад и другие сладости, после чего она спокойно шла к выходу. В 2 года Дёдель, выпив молоко из стеклянного стаканчика, с тонкими стенками начала откусывать от него и жевать стекло. Нюй родилась в одном из частных роддомов Истамбула. Отец увидел ее сразу же после родов и радостно воскликнул: «Это же Дёдель-2!» Дочки настолько похожи между собой. Впервые увидев привезенную из роддома Нюй, Дёдель гневно спросила: «Зачем это нам? Отвезите это обратно». Родители, опасаясь за новорожденную, объясняли своей весьма решительной 3-летней Дёдель, что это ее родная сестренка, они скоро будут самыми близкими людьми, будут вместе играть, любить и поддерживать друг друга, когда вырастут. Тогда, немного успокоившись, Дёдель заключила: «Пусть остается». Дёдель не могла выговаривать имя сестренки и поэтому называла ее Нюй. Когда Нюй уже пыталась говорить, то и сама начала так называть себя. Когда Дёделю было чуть менее года, ей прокололи ушки и надели золотые серьги. Далее в 2 года Дёдель с важным видом попросила отца на ее тогда смешном арабском языке, чтобы ей срочно купили золотые кольца, браслеты и колье, как у мамы. Она указывала на свою шею, запястья и на все ее маленькие пухленькие пальчики, поясняя, что именно в этих местах ей надо носить золото. В свое время и Нюй до года надели золотые серьги, а она проявила еще больше интерес к золоту, чем ее сестра. Было забавно, как маленький Дёдель и Нюй, заслышав в телевизоре начало с криками «Еклам!», бежали к экрану и с возбуждением смотрели рекламу до ее окончания. Затем грустно отходили обратно к игрушкам. И так повторялось снова и снова. Впервые приехав в Кокшетау, в дом ее деда, Дёдель, побегав с удивленными круглыми глазами из комнаты в комнату, с досадой заключила по-арабски: «Тут оставаться нельзя, тут нет кондиционера». Несколько дней, побыв у родственников в Кокшетау, 2-летняя Дёдель пришла к удивившему ее выводу: оказывается, в родне отца совсем нет негров. С начала жизни Дёдель жила только в жарких странах и впервые ощутила зимний холод только в свои 4 года. Замерзнув, стояла, дрожа от холода, съежившись, боясь шевельнуться. На вопрос ее матери, что случилось, не понимая происходящего с ней, задумчиво заключила на арабском языке: «Я заболела». 4 года, впервые с большим интересом, рассматривая сугробы в Казахстане, с круглыми от удивления глазами, осторожно трогая снег пальчиком, Дёдель спросила на арабском языке: «Откуда на улице столько пены?» Дёдель была в неописуемом восторге, когда впервые в ее жизни надела цигейковую шубку, мохнатую зимнюю шапку и валенки. Она не могла совладать с собой, прыгала и кувыркалась на полу, удивляясь тому, что падать совсем не больно. Затем родители объяснили ей, что на улице холодно, и поэтому она будет это носить. Однако, искренне считая эти незнакомые ей доселе вещи маскарадным костюмом для игр, Дёдель недоверчиво спросила: «Разрешите мне ходить в этом и на улице?» Но уже в середине зимы ребенок заявил, что больше не хочет это носить,
чтобы на улице стало обратно тепло. Увидев по телевизору фешенебельные небоскребы, Йодель горько заплакала, сильно соскучившись по родному городу, потребовала вернуться обратно домой. А незадолго до этого, увидев ночью высокую трубу ТЭЦ с габаритными огнями и приняв ее за минарет мечети, радостно воскликнула «Мекка! Мекка!». Но взрослые грустно пояснили ребенку, что, увы, тут совсем не благословенная Мекка. Йодель и Нюй узнали от отца, что дабы стать настоящим человеком, надо обязательно быть послушным ребенком. Чтобы Йодель не клала много сахара в чай, отец поведал ей, что ребенок, который ест много сладкого, якобы не станет настоящим человеком, и она ограничила потребление сахара. Однажды у них гостил 98-летний почтенный в округе аксакал, который на глазах у ребенка положил себе в чай несколько ложек сахара. Йодель возмущенно вскочила со стола и, указывая на старца пальчиком, громко крикнула по-казахски: «Этот человеком не станет!». Далее отец ребенка тихо поведал про логику такого вывода. Все дружно рассмеялись. Старец, проживший после этого случая еще 5 лет, до самой его смерти, ложа сахар себе в чай, улыбаясь, повторял: «Человеком не стану». Однажды маленькая Йодель спросила у отца, что означает слово «модястий», на что она получила ответ, что это русское слово «мордастый», означающее большую морду животных или большое лицо человека. Прошло время, и как-то в дом пришел знакомый отца грузный чиновник с очень мясистым лицом. Йодель с удивлением, указывая пальчиком на колоритного персонажа, возбужденно крикнула во весь дом: «Модястий!». Чиновник улыбнулся и добродушно сказал по-казахски: «Да, Аллах наделил меня таким замечательным лицом». Полуторагодовалая Нюй, завернув первую попавшуюся ей в маленькие ручки бумагу, любую доступную ей вещь, затем вежливо преподносила сверток всем окружающим со словом «Поддявок!». Все благодаря ее брали подарки, разворачивали их и ставили вещи на место. Но Нюй уже преподносила следующий подарок. В один из дней 5-летняя Йодель принесла в дом с улицы грязную бродячую кошку. Мать ребенка, брезгуя животным, сказала, что ее надо выгнать, что по-казахски буквально звучит, как избавиться от ее глаз. Көзін құрту керек. Йодель, внимательно всматриваясь в глаза кошки, с сожалением заявила: «Скоро тебе выколют глаза». Отец, выезжая из дома, обращаясь к 5-летней Йодель, как взрослый, поручил ей приглядывать за семьей и домом, что буквально по-казахски звучит «үйге көз құлақ бол», то есть быть глазом и ухом. Ребенок уже представил, что она превратится одновременно в глаза-ухо ее роста. После водных процедур родители, приучая к распорядку, укладывали спать 5-летнюю Йодель и 2-летнюю Нюй в постель к 22:00 часам, специально выключая свет в их комнате. В свою очередь дети, выждав затихание шагов родителей за дверью, вскакивали с кроваток и продолжали весело играть в темноте, чтобы не выдать себя. В один из дней 2-летняя Нюй пропала. Дом находился у большого густо заросшего деревьями центрального городского парка. Были задействованы люди на прочесывание местности. Все близкие люди и полиция стали разъезжать по городу, распространяя ориентировки с описанием ребенка. На девочке помимо дорогой одежды также были и золотые украшения, поэтому ситуация могла принять разные исходы. Через несколько часов появился радостный Омар, сидящий на его шее Нюй, кушающий мороженое. Молодой человек пояснил, что нашел ее в нескольких километрах от дома при попытке ребенка купить мавозини, предлагая продавцу мороженого меньшую сумму от его стоимости. Как 2-летний ребенок самостоятельно пересек многолюдный парк и 2 магистрали с интенсивным автомобильным движением? Мы все в удивлении. Однажды зимой отец вернулся домой и с щемящим чувством на сердце застал 3-летнюю Нюй, одну в их большом доме. На Нюй была ее меховая безрукавка, которую, по видимости, она одела сама. Маленькая Нюй с обиженным видом трогала пальчиком холодную батарею и с жалобным голоском горько поведала по-казахски: «Ребята-истопники сегодня совсем плохо топили печь.
Мама и дёдель неизвестно где шатаются. Я очень голодна, ведь меня вовремя не накормили, а я вынуждена одна присматривать за нашим домом. Вот это сказала Нюй. Плачущая трехлетняя Нюй стала рассказывать отцу, что ее снова обидела сестра, которую надо непременно наказать. Отец, серьезно выслушав младшую дочь, предложил ей вызвать полицию, чтобы те арестовали за это ее сестру. Обрисовал, как будет производиться арест преступницы, и как маленькую дёдель в наручниках за спиной выведут из дома по морозу огромные полицейские. Нюй, представив такую картину, вдруг заплакала и начала просить не вызывать полицию и не наказывать дёделя. Как-то в 3 года Нюй спросила своего отца о том, круто ли быть чирлидером, что она бы хотела им стать. Отец ей пояснил, что это совсем не престижно, ведь они с дёделем всегда хотят быть only number one. Во всех странах, где проживала семья, родители первым делом заставляли детей заучивать наизусть их домашний телефон и адрес, чтобы в случае своей потери ребенок мог обратиться в полицию и сообщить эту важную информацию. В 4 года Нюй всерьез заявила родителям, что впредь ей будет нужно покупать только взрослую одежду вместо позорной детской. Как-то Нюй в свои 5 лет, играя с детьми во дворе, научилась там нецензурным словам. Эти новые слова реально заинтересовали ее, и поэтому Нюй, стараясь не забыть, все время громко повторяла их. Придя домой, ребенок основательно уселся на стул и громко с выражением повторял брань слово за словом. Чтобы ребенок быстрее забыл, родители делали вид, что не слышат это, при этом еле удерживаясь от смеха, ведь это звучало из уст ангелочка. Когда-то для лучшего усвоения местных языков их детьми родители в их присутствии изредка пользовались родным казахским языком, поэтому дёдель и Нюй, с рождения находясь в среде, считали те иностранные языки родными. По этой причине, когда дёдель в 4 года начала говорить на казахском и позже на русском языках, всем было очень интересно ее слышать. Ребенок произносил все слова через гортань, как это делают представители Ближнего Востока. Немногословная дёдель стала стесняться говорить, но окружающие старались что-нибудь спросить у нее, чтобы услышать ее забавную речь. Поэтому каждое сказанное дёделем слово всегда замечалось. Было всегда забавно смотреть, как дёдель и Нюй, играясь, общаются между собой, используя одновременно арабский, турецкий, английский и казахский языки. Уже в Казахстане воспитательница в детском саду спросила у детей, про каких животных они знают. Дёдель назвала их сразу на нескольких языках. Балина, элефант, жамаль, арнаб, дуб, дик и другие. Но тут воспитательница строго сказала, что нет таких животных. Нюй с раннего возраста, раскусив тренд, начала говорить только то, что могло обаять окружающих, конкурируя с сестрой за внимание и место под солнцем, всегда умудряясь заслужить трепетное отношение к себе. По сей день любой ее собеседник, сам не осознавая этого, попадает под чары вежливости и очарования Нюй. Этот рассказ про моих дочек я написал в мае 2013 года. Мне еще много что есть сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.